Здравствуйте! В эфире Абхазского телевидения еженедельная программа «Открытый вопрос». Несколько дней назад депутаты парламента приняли в окончательном чтении законопроект о государственной защите жизни матери и нерожденного ребенка. Таким образом, введен запрет на искусственное прерывание беременности. Такое решение парламентариев вызвало широкий резонанс в обществе. С этим не согласны в первую очередь медики, чье мнение не было учтено при обсуждении законопроекта. Сегодня в студии мы попытаемся понять суть проблемы и определить возможный эффект от принятия такого закона. И у нас в гостях врач-гинеколог родильного отделения Республиканской больницы Оксана Читанава. Оксана, здравствуйте. Здравствуйте. И прежде чем мы начнем говорить о проблеме, я хотела бы вспомнить, что говорил главный инициатор этого закона, представляя документ в парламенте своим коллегам, депутат Народного собрания Саид Хараси. Счастливое будущее нашей страны, на мой взгляд, невозможно достичь, не обеспечив безопасности жизни нашим детям. Процветание нашего государства в политической и экономической сфере невозможно достичь, не обеспечив безопасности детей. Дети есть оплот и будущее любого государства. Ребенок есть продолжение человеческого рода, а значит продолжение абхазского народа. Абхазское государство обязано защитить жизнь ребенка с момента его зачатия до самого его рождения, ибо он в собственном смысле слова будущее нашей страны. Я верю, что благодаря вашей поддержке мы защитим жизнь матери и нерожденного ребенка в равной степени. Демографическая ситуация у нас в стране, как вы знаете, сейчас катастрофическая, и необходимо поднять уровень рождаемости. И все-таки как медики отреагировали на такое решение парламента? Новый закон, он ведь запрещает производство медицинских абортов не только по каким-то социальным показаниям, а и по медицинским показаниям тоже. Сегодня вся работа врачей-акушер-гинекологов направлена на то, чтобы стимулировать женщину на то, чтобы она рожала. Мы хотим, чтобы наша страна процветала, мы хотим, чтобы росли демографические показатели, и делаем все возможное для этого. В женской консультации у нас в родильном доме им было очень много и есть буклетов, маленьких книг, которые пропагандируют, например, грудное вскармливание, и говорим о вреде медицинского аборта. Закон как-то вступает в противоречие с реальной жизнью, ведь существуют медицинские показания, при которых, чтобы спасти жизнь матери, необходимо сделать эту операцию. Ведь на сегодняшний день беременеют не только благополучные женщины, которые просто не хотят иметь детей, беременеют ВИЧ-инфицированные, беременеют социально уязвимые, психически нездоровые, беременеют женщины на пороге менопаузы. А сегодня мы знаем, и все читают, что риск рождения детей с синдромом Дауна после 45 лет возрастает. Беременеют онкологически больные женщины. У нас был случай, когда женщина обратилась за помощью по прерыванию беременности, которая получала лучевую терапию по заболеванию кожи. Вот если бы это было сегодня, перед ней бы стояла дилемма. Либо ей продолжить лучевую терапию и облучать при этом своего ребенка, которого она вынашивает, либо она должна отказаться от лучевой терапии, вынашивать эту беременность, но тогда качество жизни ее значительно бы ухудшилось. Есть очень много заболеваний со стороны матери, которые риск вынашивания и рождения малыша приведет к ухудшению качества ее жизни. Это тяжелые формы сахарного диабета, это тяжелые формы сердечно-сосудистой патологии, пороки сердца, так вот попросту. А есть болезни, которые болезни, с которыми несопоставима беременность? Конечно. Это просто вопрос стоит о том, либо женщина вынашивает ребенка, либо ей грозит смерть. Вот такие есть случаи? Конечно, такие случаи. При каких обстоятельствах? Есть. Например, декомпенсированная форма сахарного диабета, одна почка, риск большой. Есть медицинские показания как со стороны матери, так и есть медицинские показания со стороны плода. С декабря месяца этого года в Сухумский родильный дом обратились 4 женщины, у которых было диагностировано грубое внутриутробное нарушение развития плода. Когда один случай – это аненцефалия, то есть когда у ребенка отсутствовал головной мозг, другой ребенок без конечностей. И еще 2 случая. Мы знаем, что такой ребенок внутриутробно, да, у него сердце бьется, но когда он родится, это будет глубокий инвалид. И, конечно, это только право семьи решать, вынашивать такую беременность или не вынашивать. В случае запрета на аборт участятся случаи
отказа от детей. И участятся случаи, когда у нас будут брошенные дети тоже. Уже сегодня мы имеем эту проблему, а представьте, что будет дальше, когда аборты будут запрещены всем абсолютно. Сегодня в мусорном баке был найден мертвый младенец. Заведено уголовное дело. Пока неизвестно, кто его мама, когда он родился, но это уже вопрос юристов. Но эти случаи будут, потому что женщины будут поставлены в тупик. Не все могут рискнуть пойти к народной бабке и пожертвовать своим здоровьем, не все смогут выехать за пределы Республики Абхазия и произвести медицинский аборт в медицинском учреждении. Останутся те, которые будут рожать детей и от них отказываться. Оксана, такую параллель проводить с законом, мне кажется, в данном случае это не совсем будет правильно, потому что 9 месяцев назад еще не был принят этот закон. Но возможно, что это будет, потому это будет. Это будет. И вот если есть такие противопоказания, вы обращались куда-нибудь с целью внесения каких-либо поправок в закон? Конечно, мы обращались. И обращались почему? Ведь все те женщины, о которых я с вами сейчас сказала, это ведь не какие-то они. Это все мы, это наши мамы, это наши дочери, это наши подруги, это наши сестры, которым в данной-то ситуации аборт просто жизненно необходим. Потому что в случае отказа на его производство может очень негативно сказаться на их жизненной ситуации. До принятия закона в первом и втором чтении Рита Владимировна Трапш, как главный акушер-гинеколог Республики Абхазия, обращалась к министру здравоохранения ГОФу в письменном виде. Было адресовано письмо, в котором отражалась суть данной проблемы, в котором говорилось о всех медицинских показаниях, которые должны быть учтены. Это письмо было передано, но, как мы узнали позже, некоторое время назад был круглый стол, который был организован общественной организацией «Женщины в политике», где присутствовали депутаты, 2 депутата, это Левон Галустян и Цвинария. И когда мы им озвучили это письмо, они были удивлены. Было еще одно письмо, в котором Рита Владимировна также обращается к министру здравоохранения. Здесь перечисляются все медицинские показания, которые должны были учтены. Интересно вообще, что думают сами женщины о том, какой стимул нужен им, чтобы иметь как можно больше детей. Наша коллега Альбина Жиба пообщалась с теми, кто совсем недавно ощутил радость материнства. Вот какой момент она прям улеглась. Счастье материнства Кристина Джинджоли впервые испытала несколько дней назад. Скоро их с маленькой Алексой должны выписать из роддома. Кристина – медицинский сотрудник, ее муж также обеспечен хорошей работой. Поэтому для молодой семьи 1 или 2 ребенка не предел. Идея закона, призванная защитить институт семьи и улучшить демографическую картину в стране, вызывает у Кристины одобрение. Но форма его слишком жесткая, считает она. А женщина должна иметь право сама решать, делать ей аборт или не делать? Конечно, сама должна решить, пока, естественно. Все равно она на чем-то думает, как-то что-то у нее свои причины, если она пойдет на такое даже. А вот Елена родила 4-го ребенка, когда еще не был принят закон о здравоохранении, запрещающий искусственно прерывать беременность. Но, как оказалось, для Елены это не имеет никакого значения. Ведь хочет женщина иметь детей или нет, решает она сама. Если женщина захочет, она все равно это аборт сделать в другом месте, все равно будут также аборты. Это от женщины зависит, от того положения, где она находится, вокруг ее общества какое. Вот я на 4-й роды пошла, потому что у меня муж хороший, у меня спокойно к этому отнеслись все. Против абортов с точки зрения демографии надо бороться максимально мягко, считают сами женщины. В первую очередь внимание необходимо уделить планированию семьи, внедрению контрацепции и материальной поддержке материнства и детства. Дети, дар Божий, хочется много детей тоже, но много расходов надо. Вот, например, муж работает в Чемчирах, ветеринарная служба, всего лишь получает
6-7 тысяч штук. Если рождаемости-то больше будет, но как мать будет содержать этих детей, которые будут рождаться? Может государство содержать столько детей? По данным Всемирной организации здравоохранения, количество криминальных абортов в мире доходит до 50 миллионов каждый год. И, как правило, больше всего в странах, где они запрещены. Альбина Жиба, Саид Айба, специально для открытого вопроса. Общались с несколькими женщинами, и все они в один голос говорят, что женщине нужна поддержка, и не только семьи, но и государства. В общем, такой комплексный подход нужен к этому вопросу. На ваш взгляд, вы наверняка общаетесь с каждой из женщин, с которыми работаете. Какие стимулы нужны им, чтобы родить как можно больше детей, чтобы женщина хотела иметь детей вообще? Чаще всего женщины ведь в своих показаниях, почему они приходят на аборт, говорят о своем неустроенном быте, об отсутствии жилья, невозможности устроить детей в детский сад, о низкой заработной плате. Я думаю, что это вопрос уже не медицинский, это вопрос государства. Нужно обязательно создавать почву для того, чтобы женщина хотела стать счастливой матерью, чтобы дети должны рождаться на фоне полного физического и физического благополучия в семье в целом, на фоне полного здоровья. И только у счастливых родителей будут рождаться счастливые благополучные дети. У нас есть семьи, где рождаются дети-инвалиды, дети с ДЦП, дети без нижних конечностей и так далее. То есть дети, имеющие глубокую инвалидизацию. На сегодняшний день основная забота об этих детях у нас ложится на плечи самих родителей. Я знаю, что есть те семьи, где есть дети глубокие инвалиды, благодаря поддержке соцзащиты находятся в Адлере в специализированных школах. Они там находятся до своего совершеннолетия. Если бы это были граждане России, то дальше там таким детям выделяется жилье, над ними опекунство обеспечивается. Дети наши не являются гражданами России, дальше им дорога закрыта в России, и эти дети возвращаются к нам. Но у нас, к сожалению, кроме их семьи, принять никто не может. У нас нет ни специальных школ, ни каких-либо медицинских учреждений, которые бы занимались реабилитацией таких детей. Каковы могут быть последствия криминальных абортов? Ведь это шаг не вперед. Я считаю, что это шаг назад. Например, в России, когда в 1920 году официально были аборты разрешены, они делались. С 1936 года по 1955 аборты были запрещены. Да, в первые годы отмечался рост рождаемости. Но потом реалии были таковы, что женщины не могли воспитывать этих детей, потому что был очень низкий социальный уровень в то время. И тогда появились криминальные аборты. Появились отказные дети, которых женщины отдавали в детские дома. Даже бывали случаи, когда детей убивали. И я думаю, что и нашу страну это не обойдет. Криминальным абортом может быть не только хирургическое вмешательство, это могут быть различные препараты, которые могут спровоцировать выкидыш, и уже эту беременность тогда остановить невозможно. В прошлом году в Сухумский родильный дом на скорой помощи была доставлена женщина, которая решила прервать себе беременность. Я хочу сказать, что женщина, которая не хочет рожать, она рожать не будет. Сейчас доступен интернет, доступна любая литература. Можно почитать, что можно сделать для того, чтобы спровоцировать себе выкидыш. Она приобрела таблетки. В нашей стране они не продаются, но их свободно можно купить в Армении и в Грузии. Так вот, с Армении ей привезли препараты, которые она приняла и которые привели не к выкидышу, а к разрыву матки. Ребенок был выброшен в брюшную полость, он погиб. Женщина была доставлена в тяжелом состоянии, женщину спасли, но она осталась без своего главного детородного органа и на всю жизнь обречена на бесплодие. Это как один из случаев. После принятия закона обращались ли к вам женщины? Вы знаете, за последнее время участились случаи самопроизвольных прерываний беременности, когда женщины поступают с начавшимися выкидышами. Да, они используют ряд препаратов, которые могут спровоцировать. И не только препаратов, есть очень много советчиков. И не обязательно, чтобы это были медицинские работники. Это могут быть бабушки в деревне. Вы знаете, что наши люди в силу своей ментальности любят ходить по народным целителям.
Им советуют, они принимают и уже поступают к нам тогда, когда беременность спасти невозможно. Помимо ведь криминальных абортов, ведь появятся еще и суициды. В этом году, 14 февраля, казалось бы, да, в День всех влюбленных, в республиканскую больницу была доставлена молодая женщина, которая за некоторое время до этого также обратилась в роддом, ей была диагностирована беременность 10-11 недель и было отказано в производстве аборта, потому что уже в силу вступил в закон. Но женщина имеет тяжелое социальное положение. И все, что она смогла в данной ситуации сделать, так это вскрыть себе вены. Конечно, мы в первую очередь преследуем цель иметь здоровое поколение, здоровых женщин, чтобы они могли рожать здоровых детей. У нас снизилось число медицинских абортов за последние годы. Есть абсолютно четкая статистическая цифра. Если в 2013 году у нас было произведено 1215 абортов, в 2014 году 890 абортов, а в 2015 835 абортов. Мы идем благодаря последовательной работе докторов к снижению Вы считаете, что это медицинских... ваша заслуга исключительно, да? Это заслуга медицинских работников, конечно, в первую очередь, потому может, уровень жизни безусловно, и, возможно, изменился уровень жизни тоже. Если говорить о демографической обстановке, то многие считают, что одними запретами эту проблему не решить. К этому вопросу нужно подойти комплексно. Так считают и в Центре стратегических исследований. Давайте посмотрим комментарии, которые они нам дали. Исследования, которые мы здесь проводили и проводим, да, они показывают, что на самом деле демографическая ситуация очень проблематична. Хочу сказать, что вообще проблемы, которые стоят сегодня перед нами, они не имеют простого решения. Это очень сложные проблемы. И, к великому сожалению, к этим проблемам мы подходим очень упрощенно. И потому особого эффекта в нашей деятельности, в том числе и в законотворческой деятельности, мы не видим. Приняли же мы закон об абхазском языке, но он так и остается вне действия. То есть эффектов, результатов от принимаемых законов мы, к великому сожалению, не видим. Что касается закона, о котором сейчас речь идет, о защите, значит, там, материнства и запрете абортов, административным путем воздействовать и добиться желаемых результатов вряд ли возможно. Без учета заключения, без учета и без составления экспертизы, в составлении которой принимают участие специалисты разных областей знания, да, принимать такие законы не следует. Олег Несторович затронул здесь несколько аспектов. На ваш взгляд, что самое главное из того, что он сказал? Это проблема не одного человека. Эту проблему должны решать медики, юристы, экономисты, наши чиновники. Это проблема всеобщая. Одним человеком ее решить невозможно. Не могу не спросить еще и о том, что многие говорят, что закон повлечет за собой всплеск коррупции. И многие недобросовестные врачи могут использовать этот закон и требовать у женщин соответствующую сумму за нарушение закона, компенсирующую их риски. Как вы думаете, может ли вот такое произойти? Спасибо за вопрос. Вы знаете, нельзя, наверное, вот так смело отвечать за каждого человека, потому что это личное дело каждого, это совесть каждого. И, возможно, такие ситуации тоже будут. И даже главный врач может не знать об этом, о сложившейся ситуации. Можно, наверное, и документацию подтасовать, и диагноз какой-то придумать. Но все равно в наших условиях это маловероятно, потому что производство медицинского аборта осуществляется не одним человеком, если мы говорим о хирургическом вмешательстве. Потому что в этом задействовано приемное отделение, куда обращается женщина. Хорошо, вы скажете, миновали приемное отделение.
обследование она должна пройти. Ни один врач не будет производить эту процедуру, женщину не обследовав, потому что это может влечь за собой определенные осложнения. Осложнения могут быть очень большими, если не обследовать женщину. Риски очень могут быть большие. В производстве медицинского аборта помимо одного доктора обязательно участвует ассистент, это медицинская сестра, без помощи которой не обойтись. Если это производится под наркозом, это еще врач-анестезиолог и анестезистка. Дальше необходимо ультразвуковое заключение, которое будет нам говорить о сроке, допустим. Да? Это еще задействован врач функциональной диагностики. Поэтому я думаю, что скрыть аборт достаточно сложно. А вообще может ли закон работать в таком виде, в каком его сейчас приняли в парламенте? Мы спросили у юриста Олега Папаскири, вот что он говорит по этому поводу. Этот закон отсылает в отдельных своих положениях нормы, требующие детализации, либо принятия еще новых дополнительных правовых актов. В этом законе также есть положения, которые требуют доработки для их воплощения в жизнь. Поэтому до тех пор, пока такие документы не были приняты, закон, конечно, до конца не заработает. Вот в этом плане важно принимать закон и вместе с ним, чтобы шли и все подзаконные акты, которые необходимы для его работы и реализации. Вот в случае, если будут какие-то факты незаконных операций, кто и как будет отслеживать, допустим, их? Это прописано в законе? Какие механизмы? Нет, закон лишь говорит о том, что законом о здравоохранении определяется или даже, скажем так, назначается уголовная ответственность за совершение аборта. Кому она будет применяться, закон не определяет. Интересно, да, получается? С одной стороны, в законе существует уголовная ответственность, но вот вы, например, врачи знают, какая ответственность им грозит, и вообще кто несет ответственность? Пока об уголовной ответственности вопрос не стоит. То есть посадить в тюрьму то есть никаких санкций к нам применяться не будет. Просто запрет. Пока просто запрет. И я думаю, что этих ситуаций у нас будет немного. По той простой причине, что сейчас мы государство маленькое, у нас 2 границы в шаговой доступности. Наши женщины, они просто-напросто будут выезжать для прерывания беременности за пределы Республики Абхазия. И мы тем самым развиваем такую отрасль, как абортный туризм. Но на сегодняшний день, когда у нас принят закон, и все чаще наши женщины стали выезжать, цена эта возросла от 10 до 22 тысяч рублей. В зависимости от срока и каких-либо... Российские врачи тоже начали спекулировать этим, да, законом? А кому вы пожалуетесь? Многие противники закона говорят и о моральных принципах, которые не были учтены в законе. Так, во многих странах женщины имеют право сделать аборт по социальным показаниям. Перечень постоянно пересматривается, но неизменным в законодательстве большинства стран остается возможность осуществления аборта по желанию женщины, подвергшейся изнасилованию. Как вы считаете, этот аспект нужно было отразить в нашем законе? Я думаю, что этот момент тоже нужно было бы отразить в законе, потому что во многих странах это есть, и это ведь поломанная жизнь и поломанная судьба, и это право выбора этого человека, который идет на этот шаг. Ведь зачастую тот человек, который совершил насилие, может быть ВИЧ-инфицированный, он может быть наркоманом и так далее. И тогда помимо морального и психологического стресса еще и может родиться больной ребенок. И подводя итог беседы, не могу не задать вам, на мой взгляд, очень важный вопрос. Вы как человек, разбирающийся в биологии, в медицине, как вы считаете, все-таки когда зарождается жизнь? Если мы говорим о том, что аборт является убийством, значит, в республике у нас немало убийц. Но все-таки, конечно, жизнь зарождается с момента зачатия. Спасибо, Оксана, за беседу. Согласно докладу ООН 2013 года, практически во всех странах аборты разрешены, если это требуется для спасения жизни женщины. Тотальный запрет действует лишь в нескольких странах, таких как Ангола, Афганистан, Бангладеш, Венесуэла, Египет, Ирак и так далее. То есть в государствах, где в жизни общества доминирует религия. С недавних пор Абхазия примкнула к этой группе стран. У меня на этом все. С вами была Нала Мукба. До следующей пятницы.